Как врачу защитить здоровье пациента, не нарушив его права? И кто защитит врача? Ищите ответы в программе «Доктор в праве». Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Иванова, я адвокат. И я рада приветствовать вас в рамках проекта «Доктор в праве». Сегодня мы реализуем его немного в новом, для нас непривычном формате подкаста, который представляет собой продолжение радиопередачи «Доктор в праве» на радио «Комсомольская правда» Самара. И в рамках радиопрограммы «Доктор в праве» мы записывали с коллегой эфир не так давно, посвященный экономическим преступлениям в сфере здравоохранения. Успели поставить эту тему, но явно не успели ее в полной мере раскрыть. И мы бы хотели сегодня это сделать. Рада представить сегодняшнего нашего гостя, который вновь здесь, в этой студии, но уже вот не в формате радиопередачи, а в формате, как я уже сказала, подкаста. Федосеенко Владислав Дмитриевич, старший партнер адвокатского бюро «Земчихин и партнеры», адвокатское бюро, которое практикует, располагается в городе Тольятти. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Как это? И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Продолжаем обсуждать, по сути, тематику, которую мы уже подняли в радиоэфире. Мы начали говорить о должностных и экономических преступлениях в системе здравоохранения, поскольку у обоих людей, которые сегодня здесь, в этой студии, у обоих адвокатов, которые сегодня присутствуют здесь, в этой студии, такой профессиональный опыт имеется, опыт защиты доверителей, именно относящихся к системе здравоохранения. Тем не менее, вот в радиоэфире мы успели общо обозначить какие-то проблемы, но явно не успели их раскрыть, и сегодня хотели бы это сделать. Первое, что я предлагаю обозначить, вам только ли руководителей касается тема должностных, экономических преступлений, преступлений, связанных с производственным травматизмом и так далее. То есть то, что мы сейчас будем рассказывать, то, что мы обсуждали в радиоэфире, это только для первых лиц организаций или для остальных работников тоже? Нет, как раз-таки все эти преступления, они касаются всю иерархию административного аппарата и медицинских учреждений в том числе, и любых вообще муниципальных учреждений и коммерческих образований. Здесь задействована вся иерархия, каждый может быть привлечен к ответственности, к уголовной, административной, а вследствие уже в гражданской, о чем мы поговорим, я думаю, дальше. Как по уголовным статьям каждый из них может быть привлечен. И очень важно еще понимать формат соучастия. Здесь это отдельный акцент нужно уделять, когда думают, что понимают, что руководитель совершает какие-то неправильные действия, может быть, даже противоправные, способствуют ему в этом совершении, то могут быть привлечены также к уголовной ответственности наравне с руководителем. Ну, то есть две мысли, которые вот сейчас хотелось бы сразу зафиксировать. Первое — это все, что мы сейчас говорим, это касается не только руководящего состава, но и остальных работников любой организации и медицинского, и немедицинского профиля. Тем более, что если вот обозначить предмет, о чем мы будем говорить, должностные экономические составы, это, я думаю, сейчас будем обсуждать, что под ними понимается. И третье, чего хотелось бы коснуться, это ситуация производственной травмы. И вот если мы возьмем уголовные, в том числе дела, административные составы, административные правонарушения, вытекающие из ситуации, когда работник получил на работе вред здоровью, и это является производственной травмой, вот тут лицо, допустившее нарушение требований охраны труда, то есть вот виновное в возникновении этой производственной травмы, это может быть работник почти любого уровня, включая самого работника, получившего травму, если имела место его неосторожность. И это первый момент. То есть фактически мы говорим о тех, скажем так, рискованных моментах, которые стоит учитывать практически любому работнику, который находится на своем рабочем месте. Мы просто делаем это, например, система здравоохранения. Итак, если мы говорим, производственный травматизм более или менее понятно, что это такое. Что такое должностные экономические составы? Вот здесь, хотелось бы подвести как раз-таки в один кластер их все соединить, потому что у нас
должностные экономические составы, все они переплетены. Я их называю для себя должностными преступлениями. Эти должностные преступления могут быть совершены не только в рамках 30 главы Уголовного кодекса, они также могут Который быть... никто, кроме нас с вами, не читал. Но оно... Если среди наших слушателей нет коллег-юристов, что отдельно приятно, если они есть. Да, ну то есть 30 глава о чем нам говорит, это все должностные преступления, как их понимает законодатель, объединены в одну главу. Но мы выходим за рамки этой главы, потому что преступления против собственности с квалифицирующим признаком, с использованием служебного положения также являются должностными преступлениями. И как раз-таки, когда мы говорим про охрану труда, невыплату заработной платы и прочие аналогичные преступления, они также являются должностными. И вот этот один кластер, под который могут попадать все руководящие, и не только руководящие, как мы сегодня заметили, и низшие звенья руководящей цепочки, и сами работники могут попадать в рамках совершения должностных преступлений. Ну, как я это себе понимаю. Здесь следует отметить, что порождение... Вот хотел бы как раз вопрос точнее даже задать, скорее всего. Как вы оцениваете сейчас вообще травматизм на предприятиях? Какие риски там могут быть для работников? С производственной травмы хотите начать? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, хотя, может, и секрет, что количество возбуждаемых по этой категории дел, оно на самом деле достаточно большое. Я говорю, ни для кого не секрет, потому что, с кем не общаешься, да, у нас на предприятии такое было, да, у нас в Однозначно. учреждении такое было, практически все об этом говорят. То есть эта тематика тоже по-своему актуальная. И, наверное, действительно справедливо начать с нее, потому что она как раз актуальна для более широкого круга лиц, для работников самых разных сфер, не только для директора. У вас статистика есть на эту тему? Да, у меня есть на эту тему статистика. За последние 5 лет, если мы берем 2019 даже год и последний, который у нас есть, 2024 проанализированный, то количество преступлений выросло в 2,5 раза. Это в сфере охраны труда, если мы говорим. Ну, этому же есть причины определенные. Вот я хотел бы как раз-таки в проблематику, наверное, этого всего зайти. В первую очередь, я считаю, что это дефицит кадров, дефицит квалификации умеющихся кадров. То есть нужно определять вот эти проблемы в первую очередь. Также следует отмечать, я думаю, импортозамещение компонентов, либо полностью оборудования, и наоборот устаревшее оборудование. То есть две крайности, когда мы импортозамещаем чем-то совершенно нам незнакомым, и когда мы берем старое, никак его не чиним, потому что и так все хорошо работает, так Ну, сказать, на смотрите, авось. давайте определимся с понятием. Уж раз тогда мы с этого Да, начали, да, что такое производственная травма? Это да, фактически любая травма, которая была получена работником на своем рабочем месте. да, В этой связи, если работник госпитализируется в медицинскую организацию и заявляет там о том, что травма была им получена на рабочем месте, мгм, это автоматом запускает определенный механизм в отношении его работодателя. У работодателя возникает обязанность созвать комиссию с участием инспекции по труду и не только представителей, так скажем, государственных органов, составить акт о несчастном случае на производстве, выяснить его причину этого мгм, инцидента. В том случае, то есть это, если будет установлено, что имели место нарушения предприятия, организации, учреждения в лице кого-то из его мгм, работников, возникает вопрос об административной, как минимум, ответственности указанных работников. В том случае, если вред, причиненный работнику, подпадает под категорию тяжкого или, не дай бог, это был летальный исход, это влечет уголовную ответственность виновных лиц. Но вот это да, совсем общо. В том случае, если гражданин поступает в медицинскую организацию, ну, наверное, сразу тогда стоит это проговорить, да, если гражданин поступает в медицинскую организацию, и он сообщает о том, что травма была получена им дома, в быту и так далее, этот механизм не не запускается. запускается, да.
Ну, здесь как раз-таки следует отметить этапность. Как раз-таки сначала приходит у нас Государственная инспекция труда Мгм. в лице члена одного из членов комиссии, как Но мы раз-таки, сейчас не который углубляемся в будет. эти детали, это в законе Да. прописано, в какой срок должен работодатель, Мгм. кого уведомить, администрацию, там, инспектор по труду и так далее. То есть это ну, в законе все прописано, это вот задача работодателя, там, службы по охране труда и так далее. То есть Мгм. они это выполняют, и составляется акт о несчастном случае на производстве, то, о чем Да. вы сейчас и говорите. Вот к Мгм. нему я и хотел перейти, то, что здесь выразить свое мнение, так сказать. Если нужна, если потребуется защита или есть риски того, что руководителю предприятия или учреждения, либо же работнику потребуется дальнейшая защита как в рамках административных дел, так и в рамках уголовных, самый нужный, самый такой привлекательный момент для вступления адвоката — это как раз-таки момент составления акта Н1. Вот. Но это мое такое Ну, мнение, потому вы что имеете в виду, просто звучит как это, я уж не знаю, что там привлекательного в этом м, моменте, да, но момент значимый на самом значимый. деле. А вот здесь интересно ваше мнение, как часто работники обращаются, работники организации, учреждений, где такой инцидент происходит. Я не имею в виду сейчас пострадавшего работника, я Мгм. имею в виду всех остальных работников, вот, которые знают о том, что у них на предприятии или в учреждении имел место подобный инцидент, и они каким-то образом имеют отношение к нему. Это их подразделение, это их отделение, это их Мгм. там Мгм. структурное подразделение и так далее. Как часто они обращаются за помощью к адвокату, к стороннему консультанту, то есть к кому-то вне своего рабочего места, вне своего предприятия, организации, учреждения. А мне кажется, здесь она такая неутешительная статистика, что редко обращаются. Обращаются только когда уже возбуждено уголовное дело зачастую. И то, возможно, такой исход, что обращаются через своего руководителя, так сказать, к адвокату. Начинают просить руководителя о какой-то защите. Руководитель уже подыскивает адвоката, так сказать, ну или как бы советует адвоката, мы можем вот такими терминами разговаривать. И уже тогда с работником начинается проработка этих вопросов. Сами работники часто не понимают рисков, не понимают ту Мгм. ответственность, которая на них возложена должностными их инструкциями. И я бы, знаете, что еще здесь отметила? Соглашаюсь абсолютно с Да, каждым словом. Я бы здесь отметила, ну, во-первых, вы совершенно точно говорите о некой такой вот позиции, немножко по принципу «жираф большой, ему виднее». да. Если шеф сказал, что все в порядке, то значит все в порядке. А, И со стороны вот работников в отношении организации, предприятий, учреждения, а со стороны работников вот руководящего состава особенно, вот руководителей среднего звена в том числе, я зачастую вижу, вот просто в практике доводилось, а, некое излишнее сращивание вот в сознании Мгм. своих интересов с интересами предприятия. Если мы выработали некую там на планерке, обсуждая произошедший инцидент, мы выработали некую тактику поведения, которая защищает организацию, которая защищает учреждение, то априори, значит, она защитит и каждого прямо или косвенно причастного работника как физлицо. К сожалению, это не всегда так. Абсолютно И согласен. рекомендация Влада, которая сейчас звучит об обращении к адвокату, она обусловлена здесь не интересами самого адвоката, она обусловлена тем, что когда организация вырабатывает, ну вот в хорошем смысле слова, решение, которое защитит организацию, не всегда физически возможно учитывать, не всегда получается, не всегда помнит о том, как это решение вот повлияет на каждого конкретного Мгм. работника. И вот для этого каждый конкретный работник, который понимает, что он в той или иной степени причастен к произошедшему, это же можно распространить и на экономические преступления, это же можно распространить на ятрогенные составы, если мы говорим Мгм. про медицинских работников. И вот для этого каждый конкретный работник, если он понимает, что произошедший инцидент может, Мгм. ну, он имеет к нему некоторое отношение, э, логичнее проконсультироваться со сторонним консультантом, Мгм. нежели не только с консультантом внутри организации. Или, по крайней мере, я сейчас никоим образом не хочу сказать, что
Вообще не хочу сказать ничего плохого про сотрудников внутри Мгм. организации, про сотрудников юридической службы, про сотрудников службы по охране труда, про сотрудников медицинской службы, если мы говорим, ну, просто про коллег, врачей, если мы говорим про медицинскую организацию. А я говорю о том, что консультант, к которому обращается работник сторонний, он в фокус внимания берет интересы обратившегося к нему доверителя. И только. И только. В то время как на руководителя возложена ответственность за вверенное ему учреждение. На административном корпусе учреждений в первую очередь возложена ответственность за Мгм. вверенное ему учреждение. Зачастую штатные юристы, особенно бюджетных организаций, с удивлением и даже с недовольством отмечают, почему работники идут консультироваться к ним по поводу своих проблем, Мгм. косвенно связанных с работой, что приходится объяснять, что в мои обязанности не входит консультирование работников учреждения, в мои обязанности входит помощь руководителю учреждения. Да, и вот даже не руководителю, а самому всему учреждению как таковому, Ну, да, интересы которого представляет интересы руководитель. которого представляет руководитель. Здесь, конечно, очень часто мы встречаем отождествление себя и вот как физлицо, и моей организации, которую я представляю, в которой я осуществляю свою деятельность. А, Тем более нашему менталитету очень присуще самопожертвование, про что вот можно сказать, когда мы берем на себя удар от каких-то правоприменительных органов, вот в виде, допустим, административного штрафа, когда этот штраф не в огромных каких-то количествах, Мгм. когда это абсолютно подъемная сумма, и думается так, что этим все и закончится, что мы, грубо говоря, откупились малой кровью, но нет. Вот здесь, Татьяна Дмитриевна, я хотел бы вот у вас узнать, но нет, почему? Ну, на самом деле, что значит узнать, может подумать, сами не знаете. Ну нет, Я я поняла, что вы передаю вам вернули инициативу, мячик на потому что мою это, да, половину это поля. ваше прям На самом деле. больное такое, да. Опять же, никто не хочет сказать о том, что в том случае, если администрация, что организации учреждения, либо в отношении кого-то из ответственных работников допущено административное правонарушение, которое карается административным штрафом, что его не Мгм. надо платить. Боже упаси, речь идет не об этом. Более того, и я, и Влад ездят за рулем, и административные штрафы регулярно прилетают, и все их оплачивают. Тот факт, что человек является адвокатом, это не означает, что это человек, который спорит со внешним миром по любому поводу. Это далеко не так. Однако здесь я понимаю, на что вы в данном случае, к чему вы ведете. Если мы соглашаемся с протоколом об административном правонарушении, не оспариваем его, не обжалуем, безропотно оплачиваем, это может иметь правовые последствия следующего рода. Ну, во-первых, если эта ситуация на этом завершится, то все прекрасно. Но если вдруг это эта ситуация, этот инцидент имеет перспективу стать предметом не только административного производства, но и уголовного, например. В этом случае безропотное согласие с административным штрафом может быть Мгм. истолковано как признание вины. В том случае, если в ситуации есть пострадавшее лицо, как, например, с производственной травмой, хотя административное правонарушение на рабочем месте может быть совершено совершенно любого рода. Это может быть невыполнение требований пожарной безопасности, огнетушитель ответственное лицо не закупило. Мгм. А, И, может быть, там пострадавшего лица, которому нанесен ущерб, его и нет. Но если такое лицо есть, и оно обращается с иском к работодателю данного работника, который заплатил административный штраф за свое административное правонарушение. Так вот, в этом случае работодатель имеет право предъявить к работнику, привлеченному к административной либо уголовной ответственности, иск, это называется в порядке регресса, о взыскании тех средств, которые он заплатил пострадавшему гражданину. И не в размере заработной платы работника, а в полном объеме, в котором эти денежные средства были выплачены. И поэтому вот эта рекомендация своевременного обращения к адвокату тогда, когда в организации инцидент произошел, для того, Мгм. чтобы правильно выстроить тактику своих действий, грубо говоря, соглашаться, не соглашаться с административным штрафом, соглашаться, не соглашаться с содержанием тех документов, которые легли в его основу, Мгм. возможно, какие-то иные, еще более ранние действия. Возможно, их и не потребуется, возможно, вы проконсультируетесь с адвокатом и придете к тому, что проще действительно заплатить и забыть, и вся эта ситуация, она не слишком серьезная.
Но если вдруг она имеет перспективы более серьезной, перспективы, не дай бог, в уголовной плоскости, то тогда каждый шаг должен, исходя из этого, просчитываться. Если ситуация имеет перспективы в цивилистической плоскости, то есть Мгм. взыскание того же самого вреда в гражданском порядке. И вот это лучше, конечно, проанализировать со специалистом. Поэтому мы эти рекомендации даем. Но мы сосредоточились на производственном травматизме, тогда как тема была озвучена и должностные, и экономические преступления. Мгм. О каких трендах в этой сфере мы можем говорить сегодня? Ну, мы про тренды уже затрагивали в прошлом эфире о том, Это что был радиоэфир, а это подкаст. радиоэфир, да. Но вот я бы еще хотел выделить, Мгм. дополнить Да. тогда эту тенденциозность интересными наблюдениями. Когда у нас что-то происходит в рамках государственных программ, Мгм. когда у нас что-то происходит в рамках программ инновации, программ модернизации, поставки оборудования, часто можно встретить очень интересный, многосоставный такой проступок, пока Мгм. что его так назовем, когда фактически оборудование еще не поставлено, когда работы фактически еще не выполнены, когда ремонтные какие-то манипуляции еще не завершены, не доведены до логического завершения, но у нас конец года, отчетного периода, и невзирая на мелкие какие-то упущения, подписываются акты выполненных работ, прием передачи, фактически договорные отношения на этом Мгм. заканчиваются. И когда это порождает целый ряд преступлений, когда со стороны исполнителя, подрядчика возникает мошенничество, Мгм. со стороны принимающих, вот заказчика, со стороны принимающих эти работы, это оборудование и прочее, возникает служебный подлог, превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями. Причем некоторые из этих статей являются тяжкими. Тут То речь есть они идет о имеют еще и реальных, очень большие сроки очень давности, большие в сроки течение которого давности. эти сделки могут быть предметом оценки правоохранительных Да, органов. То есть очень большие сроки, в течение которых дело может быть возбуждено. Сам руководитель или лицо, которое подписывало эти документы, уже думать об этом забыл. Эта Мгм. ситуация там была там 5-6 лет назад, и внезапно приходят в офис люди в форме, говорят, что нужно проехать с ними, и начинается Да, да, инициируется соответствующая уголовное. процедура. И самое интересное, тяжкое преступление — это же не только сроки давности, это же возможность реального лишения свободы, Безусловно. назначение наказания в виде Безусловно. реального лишения свободы. То есть возникает определенная опасность. И также мы еще должны не забывать о том, что могут избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы, то есть следственный изолятор Ну, тут на как время бы, следствия. несомненно, агитировать тут за советскую власть, я полагаю, что нам не приходится. То есть все понимают, Мгм. что это та ситуация, которую никто себе и даже, наверное, врагу не сильно пожелал Ни в бы. коем случае. А, В этой связи, какие мы можем выделить знаковые ключевые точки, в которых должностному Мгм. лицу стоит насторожиться и принять меры самостоятельно, либо с помощью адвоката к тому, чтобы Мгм. не допустить отрицательных последствий? Ну вот мы как раз-таки говорим не о верхушке руководства, а Мгм. как раз-таки средних звеньях, о чем мы Мгм. говорим, руководители отделов, подразделений, когда им нужно принять это Мгм. оборудование, пусть они заручатся тогда, а, так сказать, одобрением высшего руководства, которое никто не даст, потому что осознает риски. Когда это устные указания, иди и сделай, это один момент. Здесь действительно возникает преступление потом у среднего звена вот этого. Будем называть менеджера, так сказать, да, там руководителя Я какого-то думаю, и отдела, для департамента. государственной, и для правоприменительной системы понятие устное указание — это понятие, как много в этом звуке, да? Как много в М, этом звуке, э, действительно. э, То есть фактически мы говорим о том, что момент принятия работ другой Мгм. стороны — это момент, когда мы расписываемся, ну, буквально кровью в том, что там все было безупречно и все Да. было выполнено так в полном соответствии с первоначальным Техническим техническим заданием там, заданием да. или что бы это ни было. Но мы же должны тут отметить еще такой важный аспект, когда все было выполнено, а Мгм. потом пришло в негодность. Здесь тоже рекомендации мои фиксировать, когда мы подписываем, то есть фиксировать целостность и завершенность заказываемого объекта какого-то вот предмета. Мы должны фиксировать его. Обычная фотосъемка. Как много бы решила
уголовных дел в положительную пользу для наших доверителей, если была бы полная объемная фотосъемка объекта, допустим, если мы будем говорить об этом. Прям оборудование, если мы говорим о медицине, о том, что оно поставлено, и вот оно стоит, и установлено, и функционирует. Все. Тогда все вопросы со стороны правоохранителей уже в этот момент будут сняты. Не дойдет это дело даже до суда, скорее всего. Ну, на самом деле, тут, если выйти на уровень какой-то тенденции, хочется, чтобы все слушатели четко понимали, что, скажем так, может быть, сейчас немножко утрирую, но именно Мгм. немножко, практически любая крупная гражданско-правовая сделка сегодня может быть, ну, может произойти попытка Мгм. квалифицировать ее как Да. мошенничество. Перевести это в уголовную Что плоскость. почти Да. по поводу любой крупной гражданско-правовой сделки может быть попытка криминализировать Да. ее. И с этим пониманием их необходимо. Это, с одной стороны, это звучит ужасно, но это та реальность, в которой мы все живем уже последние, ну, лет, ну, 7 так точно, ну, Точно. лет 10, может быть, плюс-минус. Это просто, если кто-то это еще, ну, не принял как факт, то, наверное, ну, самое время Мгм. это сделать. Что заключая и принимая от второй стороны, там, сдавая свою часть обязательств, будь то платежи или выполнение работы, и принимая от второй стороны подтверждение, мы должны понимать, что все это может стать доказательством в рамках Мгм. доследственной проверки либо предварительного расследования. Если мы к каждой сделке относимся так, что она может стать предметом внимания правоохранительных органов, Мгм. да, с пониманием тех критериев, по которым правоохранительные органы эту сделку оценивают. Потому что, и это важно, потому что есть расхожая фраза «мы пишем историю болезни для прокурора». Но когда мы это говорим, не худо бы знать, что, во-первых, мы ее пишем не для прокурора, а для следователя, поскольку орган предварительного расследования является все-таки следственный Мгм. орган, да? Мгм. А во-вторых, не худо бы знать, по каким критериям следователь оценивает эту сделку. Поэтому вот если мы как-то общо попробуем вот эти критерии добросовестности сделки, обычно мы вот в налоговом законодательстве эти Мгм. критерии формулируем. Если применительно к экономическим составам как-то вот общо обозначить, о чем мы должны думать вот в этот момент, как бы мы это обозвали? Вот эту тонкую нить я хочу протянуть с Давайте. начала нашего разговора о том, что мы можем ассоциировать себя как физлицо с организацией. Мгм. Мы можем болеть за нее душой, за эту организацию. Но ни одна организация не может являться субъектом преступления. То есть она не может быть привлечена к уголовной ответственности как организация. Привлекаться будут конкретные люди. И когда мы совершаем какие-то действия, а, думая о том, что это делается во благо этой организации, что эта организация, в которой мы состоим, только приобретет, а не потеряет. Ну, с маленькими, там, допустим, какими-то замечаниями мы можем Мгм. что-то подписать, с маленькими какими-то замечаниями можем что-то заключить. Но ответственность будет нести конкретный человек. Организация будет жить и после. Так, и что тогда делать? Ну, вариант не подписывать Осознавать ничего не риски. рассматривается, как бы, потому что руководитель тогда не сможет работать. Мгм. Что может сделать руководитель еще в этой связи? Ну, понятно, что не принимать неполное исполнение обязательств. Ну, не принимать, конечно, это однозначно. Я не Мгм. могу говорить о том, что призывать к совершению какого-то Да. Так, преступления. хорошо, еще что? Сейчас А, прозвучала фиксация каких-то Фиксация очень важно. Действительно фиксировать все то, что нарушений неисполнения. Мгм. все то, что совершается. Потому что у нас есть признак малозначительности. Мгм. Если человек оценивает, что оборудование стоит, но кнопка какая-то не такая, вот в плане была Мгм. другая, в техническом задании другого цвета была, она там или квадратная, а тут круглая у нас, но это же малозначительно, и, в принципе, есть шансы того, велики шансы того даже, что Мгм. следствие не будет такое дело направлять в суд, потому что действительно нарушение малозначительно. Но зафиксировать это Мгм. путем фото-видеосъемки, Мгм. зафиксировать это актом, привлечь сторонних специалистов, которые подтвердят, что это изменение, оно не влияет на полную конструктивность, безопасность эксплуатации вот этого оборудования, объекта или еще Мгм. чего-то. Вот они, превентивные меры. Подкрепить свою позицию, то есть почему я принимаю работу, почему я Мгм. принимаю это оборудование. Потому что мне об этом же сказали специалисты.
что вот эти маленькие недоделки или несоответствия, они не влияют на безопасность эксплуатации этого объекта и не могут Мгм. привести к каким-либо последствиям. Так, за случаями Мгм. договоров с этим примером более-менее понятно. Какие еще категории преступлений из разряда должностных мы должны сейчас подсветить, с вашей точки зрения? Ну, мы сейчас проговорили как раз про служебный подлог, но давайте вернемся к тому, о чем мы начинали. Мгм. Присвоении, растраты, хищении. Мгм. Здесь идет как раз-таки вопрос заключения, допустим, контрактов. Мгм. Допустим, контракты, государственные контракты какие-то заключаются. А а потом выясняется, что они были по завышенной стоимости, потом выясняется, что там это в условиях ограниченной конкуренции было выполнено. Мгм. Ну, тогда здесь, ну, я сейчас могу сразу перейти к решению, но здесь нужно выделить проблематику. Здесь нужно выделить то, что, опять же, лицо заключает эти контракты, заключает договора какие-то в Мгм. интересах организации, невзирая на какие-то такие, как он считает, юридической казуистики моменты, что к нему отношения не особо имеет. А, Но здесь какие превентивные меры нужно сразу выделять? А, Проводите конкурс, собирайте и храните. Не так, что на электронную почту пришли коммерческие предложения, и мы там же их благополучно забыли и потеряли. Соберите и храните их. Вот в паспорте этой сделки, грубо говоря, которую вы сейчас сопровождаете. Все эти коммерческие предложения будут иметь, у следователя хотя бы будет картина, почему вы выбрали именно эту организацию. Заранее подкрепляться доказательствами Заранее подкрепляться, свой, да. по тех причин, по которым, вот своей логики, своих тех Мгм. причин, по которым вы принимали то или Да. иное решение. Обратиться к специалистам, которые смогут дать какое-либо заключение по целесообразности, То рентабельности, есть мы как говорим угодно о можно это специалистах в данном называть, этой случае сделки. в области там технической, если это там связано с поставкой Да. оборудования, то технически, то есть специалисты в той сфере специальных Мгм. знаний, чтобы такое заключение заранее было. Для того, чтобы в случае доследственной проверки, в Да. случае, если нам придется защищать эту сделку перед следственным органом, мы могли говорить о том, что уже на той стадии мы Мгм. имели основания Мгм. полагать, что эта сделка целесообразная. Да. И здесь как раз-таки мы опять же говорим об обращениях к адвокатам, когда речь идет о какой-то крупной финансово-хозяйственной сделке, которая в дальнейшем может породить какие-то сомнения, то лучше сразу проконсультироваться. Лучше сразу обратиться к специалистам, которые оценят риски, к чему может это все привести. Мы не говорим о том, что человек задумал какое-то преступление и идет говорить, а если я так сделаю, что-то мне будет? Нет. Мы говорим, когда просто крупная сделка, и юрист, адвокат, имеющий опыт, оценит ее, чтобы спрогнозировать все возможные вытекающие риски. И это, как опять же, то, с чего мы начали, это касается не только экономической, не только Мгм. экономической деятельности юридического лица. Это касается, в принципе, ситуации, когда на работе в медицинской Мгм. организации, у нас программа «Доктор в праве», э, в иной, не медицинской организации, происходит некий инцидент, Да. который, как мы понимаем, ну, достаточно значительный, и он будет предметом внимания проверяющих органов Мгм. разного рода. Обращение в данном случае к адвокату не означает, что сразу это повлечет какую-то длительную и, как следствие, дорогостоящую юридическую помощь. Мы говорим Да. сейчас исключительно о консультации адвоката Мгм. как внешнего человека, не связанного никакими личными или служебными отношениями ни с кем внутри организации, и Мгм. который будет действовать в интересах обратившегося к нему лица. Да. А, Потому что ждать, что сотрудник предприятия, который уполномочен, скажем так, заниматься спорной ситуацией, что он будет учитывать интересы всех работников, которые в этой организации есть, иногда это происходит. И иногда юрист предприятия Мгм. совместно с адвокатом, юрист организации совместно с адвокатами, с внешними, либо единолично Мгм. умудряется выстроить такую позицию, и это действительно в большинстве случаев возможно, которая защитит всех. Если говорить про ятрогенные составы, от которых, ну, кто о чем, моя лысая расчески. Мгм. Если говорить про ятрогенные составы, весьма вероятно, что дать пояснение по поводу произошедшего Мгм.
инцидента, смерти пациента в медицинской организации, по поводу которой было подано, например, заявление о преступлении и возбуждено уголовное дело. Весьма вероятно, что можно дать пояснение по поводу произошедшего так, чтобы не оговорить, желая или не желая того, ни себя, ни коллег. Это же касается и иных производственных ситуаций, иных рабочих, иных Мгм. экономических ситуаций. В большинстве случаев это возможно. Но возлагать всю эту ответственность на одного несчастного штатного юриста учреждения, ну, наверное, не совсем правильно. И в этой связи тот призыв к работникам, который вот сейчас звучит, возможно проконсультироваться в том случае, когда инцидент произошел. Да, мы историю болезни пишем, конечно, для прокурора, Мгм. понимая под историей болезни в данном случае любой документ. А, Не худо бы проконсультироваться о тех критериях, по которым условный прокурор будет этот документ Мгм. оценивать. И тогда, возможно, большая помощь адвоката, юриста и не понадобится. И цель этой консультации в том, чтобы она не понадобилась. Потому что в противном случае велика вероятность того, что не совсем согласованные действия Мгм. приведут к тому, что в один прекрасный день мы получаем повестку на допрос уже, и не дай бог, сразу в качестве подозреваемого. Мгм. И тогда помощь адвоката точно понадобится, и уже Да. не в объеме одной консультации. И уже будет немножко поздно, даже можно сказать. Уже Ну, можно это было меньшей кровью просто. Можно было меньшей кровью. Это очевидно, да, Да. что, так сказать, доказывать свою правоту определенно проще, чем раньше, тем лучше. Так же, Да. как профилактировать любое заболевание. Заболевание, да. Определенно проще собрать доказательства добросовестности при заключении сделки, как это и Мгм. во взаимодействии с налоговым органом может помочь, и в взаимодействии с Да. правоохранительными органами может помочь. Много проще собрать их в момент, когда эта сделка заключается, запросить, возможно, у контрагента какие-то документы, которые могут Мгм. подтвердить их правоту, так скажем, их чистоту в этой связи, да, чем пытаться судорожно это собирать тогда, когда дело уже возбуждено. Мгм. Это же касается попытки отыграть назад те действия, которые мы уже сделали, те пояснения, которые мы уже дали, те выводы, к Мгм. которым уже пришли различные проверяющие комиссии, а мы, в общем-то, об этом знали, но не предъявили Мгм. нужных пояснений, потому что не потратили время на то, что их не составили. И вот далее по списку. И когда мы уже выходим там на второй, на третий этап, когда он уже административное производство состоялось, у нас уже Мгм. уголовный состав, Мгм. потом у нас гражданские иски, да, и на третьем этапе это уже будет, ну, немного сложнее на самом деле. И вот этот вывод, профилактика царицы медицины, который он Мгм. и в любой хозяйственной деятельности на сегодняшний день имеет место, Мгм. на этой ноте, наверное, мы с вами и закончим А запись я вот сегодняшнего подкаста. хотел Мгм. бы еще вот здесь дополнить тоже как раз-таки умозаключение. Среднее звено, Мгм. отвечающее особенно за закупки каких-то Мгм. в медицине, вот у меня пример из медицины я прям приведу. В медицине закупка, допустим, масок в 2020 году была кратно дороже, чем то же самое было в 2019. И правоохранительные органы на каждый такой случай обращали свое внимание. А субъектами как раз-таки этого внимания были простые работники, руководители отделов и департаментов каких-то внутри там, Было медицинских такое. учреждений. И доказывать правоту помогало именно тот факт, что были коммерческие предложения. Вот это самые интересные такие случаи, когда предоставляли коммерческие предложения, где предлагали еще дороже эти маски, еще дороже и еще дороже. Суммы там превышали, ну, там, по-моему, 1000%, если я не ошибаюсь. В 1000% подорожание было 10 раз. То есть. И про что мы, вот, чтобы не затягивать свой вот этот постскриптум, действительно обращаться нужно своевременно, обращаться нужно к профессионалам. И среди адвокатов адвокаты тоже специализируются на разных отраслях, в разных направлениях. Адвоката нужно подбирать именно по тому направлению, в котором вы чувствуете, что тонко, где может порваться. Там адвокаты постараются как-то это заштопать.
Да, адвокат, отвечающий за направление Тольятти, сегодня здесь, в этой студии. Поэтому, если вы в этой географической точке вы чувствуете, что что-то нужно заштопать, то наш сегодняшний гость Федосеенко Владислав, старший партнер адвокатского бюро Земчихин и партнеры. И Татьяна Дмитриевна, которая как раз-таки моя коллега и специалист в определенной отрасли, это медицина, это уголовная, гражданская, административная защита. Татьяна Дмитриевна Иванова, город Самара. Да, сразу так географию поделили стол на две части. Сегодня беседовали для вас в рамках этого подкаста здесь, в студии радио «Комсомольская правда» Самара. Большое спасибо за внимание. И не могу не сказать о том, что сегодня мы пишем этот подкаст в преддверии Дня Великой Победы. Позвольте вас поздравить с этим праздником от всей души, дорогие друзья. До новых встреч. «Доктор в праве». Авторский проект на радиостанции «Комсомольская правда» адвоката Татьяны Ивановой.